Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Власть на местах обновилась». В Абхазии прошли выборы в органы местного самоуправления. Темпы работы нужно ускорить. Президент требует от правительства выполнения поручений. Совместная профилактика, специалисты-дезинсекторы против комаров. 3 апреля в Абхазии прошли выборы в органы местного самоуправления. Общее количество кандидатов, баллотирующихся по всем избирательным округам республики, составило 364 человека. По предварительным данным, средняя явка избирателей в стране превысила 35%. Об итогах выборов расскажет Сария Смыр. В Абхазии выборы депутатов в органы местного самоуправления состоялись во всех избирательных округах, за исключением двух – 21 и 23 в городе Сухум. Из-за выявленных нарушений повторные выборы назначены в Сухумском и Гулрыбском районах. В Тхорчалском районе в селе Чхортол также назначены повторные выборы. Это связано с тем, что 2 из 3 баллотировавшихся кандидатов набрали равное количество голосов. В остальных 14 округах выборы состоялись. Об этом сообщила секретарь Тхорчалской избирательной комиссии Ольга Хубутия. Самая высокая явка избирателей – 55,5% в Ачимчирском районе. Выборы состоялись во всех округах района. При этом в депутаты районного собрания прошли в основном молодые кандидаты. Также победу на выборах одержали 4 из 8 баллотировавшихся женщин. В Гулрыбском районе проголосовали 4000 человек из 11 тысяч зарегистрированных избирателей. Общий процент явки избирателей в этом районе составил почти 40%. В 7-м округе выборы были признаны недействительными в связи с некоторыми нарушениями. В столице Абхазии выборы не состоялись в нескольких округах по причине неявки избирателей. Выборы в Сухумское городское собрание прошли, я считаю, успешно. В этом заслуга, на мой взгляд, как самих участковых избирательных комиссий, так и доверенных лиц и наблюдателей от кандидатов. Они поработали слаженно. За время голосования, за целый день никаких нарушений законодательства в выборах не было выявлено, никаких жалоб, заявлений со стороны наблюдателей от кандидатов не поступало. Секретарь избиркома Гагарского района Владимир Вардая сообщил, что во всех округах района выборы состоялись, а явка избирателей составила 46% при общем количестве зарегистрированных избирателей 24 тысячи человек. Необходимый порог явки избирателей был преодолен и в Пицунде. Всего проголосовало 1207 человек. Это 37% от общего количества. В Гудаутском районе выборы также состоялись во всех округах, а явка избирателей составила 55%, сообщил председатель РИК Лаврентий Губаз. В Гудаутском районе на 29 депутатских мест баллотировались 64 кандидата, из них 6 женщин. В Сухумском районе выборы состоялись в 14 из 15 округах, сообщил председатель избирательной комиссии Сухумского района Беслан Джопуа. При этом в целом он отметил, что выборы в районе прошли спокойно и на хорошем уровне. Явка избирателей составила 42% от общего числа зарегистрированных. В Новом Афоне к закрытию участков на выборы пришли 529 избирателей, что составило 44% от общего числа. Выборы в органы местного самоуправления прошли по всей республике, кроме Галского района. Избирательные участки открылись в 8 утра и работали до 8 вечера. Последние выборы депутатов органов местного самоуправления проводились 12 февраля 2011 года в соответствии с поправками к закону о выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия. Возраст кандидатов в депутаты был увеличен с 23 до 25 лет. Выборы в органы местного самоуправления были перенесены с февраля 2015 года на апрель 2016. За это время в Конституцию и в закон о выборах в органы местного самоуправления были внесены необходимые поправки. Сария Смыр, Абхазское телевидение. 3 октября, сразу после голосования на выборах в органы местного самоуправления, Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Ачимчирский, Тхорчалский и Галский районы, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Глава государства побывал на нескольких избирательных участках в городах Тхорчал и Ачимчира. Рауль Хаджимба сопровождали главы районных администраций Аида Чичхали и Хрипс Джопуа. Президент интересовался тем, как соблюдается законодательство и обеспечивается правопорядок в работе районных избирательных комиссий.
Затем Рауль Хаджимба посетил Галский район, где в сопровождении главы администрации Тимура Надарая и председателя Галского районного собрания Юрия Квиквискири осмотрел ряд инфраструктурных объектов, в частности, находящуюся на реконструкции дорогу в нижней зоне Галского района. Глава государства проинспектировал ход работ по восстановлению дороги. Президент выразил уверенность в том, что работы по реконструкции инфраструктурных объектов Гала положительно скажутся на жизни населения района. Глава государства также посетил контрольно-пропускной пункт государственной границы Республики Абхазия на реке Ингур в районе населенного пункта Таглан, решение о закрытии которого с 15 апреля 2016 года было принято Кабинетом министров. Мероприятий, которые мы начали, и по дорогам, и по вопросам самих переходов, я думаю, это будет положительно сказываться на Гальском районе. Мы предполагаем еще сюда приглашать наших гостей, наших людей, которые готовы посмотреть, как живут люди в Галском районе. Мы готовы инвестировать сюда, в Галский район, значительные суммы, которые позволят Галскому району влиться в полную экономику нашей Абхазии. Есть сегодня определенные интересы к тому, чтобы здесь и по Галскому району заниматься вопросами сельского хозяйства. Есть желающие включаться в эти процессы, и мы говорили с главой администрации. Есть определенные планы, и я надеюсь, что эти планы сбудутся. Нам надо, чтобы Галский район был так же благополучен, так же, как и все остальные районы Абхазии. Здесь никто не должен никого разделять на чужих и своих. Все наши люди. И наши люди должны чувствовать себя защищенными. Я уже был приятно, честно говоря, удивлен той ситуацией, которая складывается вот в Тагилоне. Люди говорят о том, что они себя уже более комфортно чувствуют. И это должно продолжаться по всем и остальным селам Гальского района. Около 500 сотрудников милиции обеспечивали общественный порядок на всех избирательных участках страны. Было организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. В районах, приближенных к избирательным участкам, была увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава МВД. Более того, органы внутренних дел взяли под круглосуточную физическую охрану все избирательные участки. Также в день выборов был обеспечен контроль за безопасностью дорожного движения. На совещании с членами правительства президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил темпы исполнения поручений, данных главой государства в ходе ежегодного послания к Народному собранию парламенту Абхазии. Президент перечислил основные направления, по которым были сделаны поручения, и сообщил, что темпы этой работы правительству следует ускорить. Елена Лолуа продолжит тему. 20 января в ходе ежегодного послания парламенту президент Рауль Хаджимба дал ряд поручений правительству. Однако темпы и объемы исполнения этих поручений главу государства не устраивают. На совещании он потребовал от Кабмина максимальной отдачи. Поручения, которые были даны, исходя из того послания, которое было сделано, реализовывать нужно быстрее. За нас с вами никто другой не придет и не сделает. Поэтому хотелось бы, чтобы и Кабинет министров, отдельные министерства, все взялись бы ответственно за выполнение этих поручений. Задачи, поставленные президентом правительству на 2016 год, амбициозные. К примеру, поручено провести конституционные, бюджетные, финансовые реформы, сократить проверки предпринимателей, снизить количество налогов до 10-12, сделать процесс их уплаты простым и прозрачным, разработать новую пенсионную систему, ввести единый социальный налог. Госкомитету по репатриации указано подготовить программу по репатриации, а Минобразованию приступить к модернизации системы образования и разработке современных образовательных стандартов и программ. Это не просто поручение, это та движущая сила, которая позволит нам изменить положение дел в целом в обществе. Отношение к вопросам формирования бюджета, к вопросам, связанных с теми проблемами, которые возникают в обществе, отношения бизнеса и государства, вопросы налогового, очень важного для нас вопроса, вопросы борьбы с коррупцией, проблемы, связанные с
медициной. Премьер-министр Артур Микваби, отвечая на критику, сказал, что правительство укладывается в сроки. 220 законов уже принято, 26 подзаконных актов требуют доработки. Работа по внедрению медицинского страхования и казначейской системы ведется. Проект положения о госслужбе отправлен в парламент. Самым сложным премьер назвал разработку отраслевых социально-экономических программ развития. Из-за нехватки специалистов пришлось эти программы заказывать. У нас до 15 апреля разработали систему государственной поддержки для начинающих предпринимателей. Программа у нас есть, закон готов. Вот, дорабатывается закон. Минэкономики его подготовил, он у нас выйдет. По пенсионной системе концепция готова. Для того, чтобы во всех министерствах и ведомствах была улучшена работа с нормативными документами, ввести штат статс-секретаря. У нас эти сроки обозначены, и такая работа будет выполнена. Единый социальный налог. Работу ведем. Ведется работа по подготовке законодательной базы в сфере борьбы с организованной преступностью. Вопрос сложный. На самом деле, сама подготовка этого вопроса, это борьба и с криминалом, с ворами в законе, все вместе. Мы хотим здесь все это объединить и участвовать в разработке этого закона. Мы представим, они практически готовы, еще раз представим уже в более такой улучшенной форме. Многие законы остаются на бумаге в первую очередь, потому что органы исполнительной власти вовремя не готовят подзаконные правовые акты, сказал президент и призвал ускорить эту работу. Хорошо то, что там, предположим, 220 законов проанализировано, за период с 14 по 15 принятые, но у нас практически вся законодательная база, которая принималась в послевоенный период, остается практически пустой. Никаких нормативных документов, которые бы решали возможности реализации этих законов, у нас, к сожалению, до сих пор нет. Все делается наугад, в прикидку. Получится, получится, не получится, значит так останется. Поэтому хотелось бы, чтобы вот именно эта работа сейчас была бы проведена в те сроки, с которыми мы с вами практически все эти моменты обговаривали. Глава государства потребовал от правительства сделать конкретные шаги по усовершенствованию налогового законодательства в части правил налогообложения в сфере малого и среднего предпринимательства и сокращения количества налогов. Граждане должны знать, что власть готова пойти на радикальные изменения в этой сфере. Елена Лолу, Алексей Агуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Командующий Центральным округом Министерства обороны Республики Ангола Симао Карлиту Швала находится в эти дни в Абхазии. Его принял премьер-министр Артур Микваби. Подобная встреча проходит впервые и носит неофициальный характер. Речь шла о планах по взаимодействию в различных сферах. Генерал-лейтенант Симао Карлиту Швала выразил надежду на сотрудничество с Абхазией. В свою очередь премьер-министр Артур Микваби отметил заинтересованность нашей страны в налаживании двусторонних связей. Затем прошла еще одна встреча в Министерстве обороны Республики, на которой обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр внутренних дел Абхазии Леонид Запшба встретился с начальником Краснодарского университета Министерства внутренних дел России. Встреча проходила в Краснодаре на основании соглашения о сотрудничестве между МВД Абхазии и МВД Российской Федерации. В Краснодарском университете обучается более 60 курсантов из Республики Абхазия. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества, успеваемости и дисциплины курсантов, а также были намечены планы на 2016-2017 годы. Позже Леонид Запшба встретился с курсантами из Абхазии. Он пожелал им успехов в учебе и успешной службы на благо страны. Министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов принял представителей Московского областного центра дезинфекции, который совместно с работниками санитарно-эпидемиологической службы Абхазии проводит дезинсекцию комаров. Цель мероприятия – не допустить распространения комаров, которые могут быть разносчиками лихорадки Зика. Столь масштабная дезинсекция комаров в Абхазии проводится впервые за все послевоенное время. По словам министра здравоохранения Анзора Гоова, на проведение дезинсекционных работ в нашей стране
стране выделено 13 миллионов рублей. Эти средства предоставляются республике в рамках договора между Роспотребнадзором и Минздравом Абхазии. По мнению российских специалистов, на территории Абхазии могут обитать виды комаров, переносящих вирус Зика. Как сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, дезинсекция началась еще в субботу, 2 апреля. По ее словам, уже 2 дня бригада дезинсекторов в составе 10 человек из Московского областного центра дезинсекции приступила к работе в новом районе Сухума, где было обработано 107 тысяч квадратных метров территории мест скопления комаров. Работы продлятся до 14 апреля. Затем специалисты из России будут приезжать ежемесячно на протяжении всего летнего сезона для проведения повторной дезинсекции. Работа проводится в первую очередь в подвальных помещениях жилых домов и организаций. Такие масштабные обработки проходят впервые за 25 лет. Нам помогает вот сейчас Российская Федерация. Сами мы такую масштабную обработку, к сожалению, на сегодня провести не в состоянии. Цель обработки – снизить численность комаров всех видов. Опасность сейчас самое главное в том, что вот в мире зарегистрировано другое заболевание Зига, да, и, в общем-то, Минздрав обеспокоен, чтобы и на территории Российской Федерации это заболевание не распространилось. И поэтому с профилактической точки зрения вот проводятся вот в таких вот районах, южных районах, вот такие профилактические обработки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.